В этой саманной времянке живет многодетная мать Марина Маргиева. 4 года назад женщина потеряла мужа, его убили. Теперь она одна воспитывает 6 детей. Справляется как может. Единственный доход – деньги по потере кормильца. Его наш сосед убил, ножом пырнул, несколько раз его пырнул. Он пока скорый ехал, 2 скорые приехали, он до них уже скончался. Я с детьми сидела, я домохозяйка, за детьми приглядывала. А он грузчиком работал. В селе у нас, к селе Катгароне, там работал грузчиком. Я мечтала о большой семье. С детства, да, мечтала, что у меня будет большая семья там. Но если даже бедно будем жить, все равно дружная семья у нас будет. Так и случилось. Бог нам подарил как раз такое счастье, но как назло, у нас отца нету. В очень стесненных и скромных условиях, но максимально дружно и весело живет семья. Дети стараются помогать маме по дому. Нам не сложно. Мы помогаем за коровами, там ухаживаем, за курами, яйца собираем. Здесь подметаю, он тоже подметает. Здесь окна моем. Несмотря на все усилия, одной женщине справляться с каждым днем все сложнее и сложнее. Но на помощь приходят неравнодушные люди. Среди них Радихан Азизов. Кто не знает, мужчина лишился обеих ног, передвигается на протезах, но при этом занимается благотворительностью. Он вместе с друзьями закупил для семьи мебель, продукты, технику, постельные принадлежности. У меня друг есть Батрас. Он как-то раз мне позвонил, сказал: Радик, есть одна семья, говорит, будет такая возможность помочь им, говорит, дети босые ходят, говорит. Я видео заснял, опубликовал, и у меня друг есть один, Тамерлан, в Москве находится, Алборов. Он 11:30 позвонил вечера, позавчера, и сказал мне: Радик, давай я тебе сейчас чуть денег кину, сделай для этой семьи все, что необходимо в первую очередь. Я вчера все, что нужно, купил. Линолеум на все помещение с утеплителем, плинтуса, телевизор, продукты, еду. И оставшиеся 60 рублей отдал ей в руки. И чеки накладные все опубликовал. Вчера друзья его, тоже Тамерлана друзья, вот все обратно сумму уже скинули. Попросили не разоглашать. Сегодня вот поехал, купил диван, шкаф купил. Комод хороший купил, высокие. Подушки купил, одеяло купил, постельное белье. Все, что необходимо. Картошки 7 мешков, муки, макароны, 30 литров масла. Купаться им негде. Они, по-моему, в тазике купаются, потому что я не видел ни ванную, ничего абсолютно этого. Я об этом подумал, чтобы... Дай бог возможность, если появится, воду подвести, там комнатка маленькая есть. Как бы туда колонку поставить, душевую кабину, чтобы могли нормально купаться дети. И все же жить в таких условиях нельзя. Ремонт здесь не поможет. Женщина мечтает построить большой дом для своей большой семьи. И хотим еще стройку дома новую делать. Там уже фундамент мы залили 11/8. Мы хотим уже нормальный дом уже строить, чтобы дети там, ванная была, кухня была у нас, зал, все это. Отдельные спальни мальчикам, девочкам тоже отдельно, чтобы спальни были. Пока, наверное, на следующий год. В этом году уже у нас ничего не получится, нам надо материал тоже подкупать. Семья Марины Маргиевой находится под постоянным контролем органов опеки. Женщина говорит, что хоть и оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, но очень любит своих детей, всегда мечтала о большой семье, и все у них обязательно будет хорошо. Елена Черенкова, Савелий Зангеев, Осетия Ньюс.